снова в горы Абхазии направилась поисковая экспедиция. Цель мероприятия – поиск, спуск и предание земле непохороненных останков солдат Красной Армии, павших в ходе битвы за Кавказ. Выехав из Сухума рано утром, мы сворачиваем на Бзыбе в сторону Рицауатхарского заповедника. Сделав остановку на перевале Пыв, медленно движемся в сторону села Псху. Изрядно попетляв по непроезжей дороге, заезжаем в село. Заночевав в селе, мы утром на конях отправляемся на Санчарский перевал. Инициировано Государственным музеем боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинга при поддержке администрации президента Республики Абхазия, Службы государственной безопасности, МЧС Республики Абхазия, глава администрации Сухумского района и глава администрации села Псху. Цель экспедиции, назовем ее так, заключалась в том, чтобы подняться на Санчарский перевал и спустить оттуда непохороненные фрагменты останков советских воинов, которые погибли в 1942 году во время битвы за Кавказ. Мы знаем, что на перевалах Абхазии велись активные боевые действия, и немало бойцов, к сожалению, продолжают оставаться просто незахороненными, безымянными. И, конечно же, наша задача заключалась в том, чтобы как можно больше этих непохороненных останков собрать, спустить сюда, в село Псху Сухумского района. Вот вы можете видеть их за моей спиной. И в последующем с воинскими почестями предать земле, так как полагается это сделать. Наши цели и задачи – извлечь максимально, даже до конца хотим довести это, чтобы все останки, находящиеся на перевалах, мы начали с Санчары, мы хотим все захоронить. Ибо незахороненные останки – это не традиционно для нас, для нашего народа. И вообще есть такое расхожее выражение, что пока не похоронены все останки солдатов, воевавших за Родину, война еще не закончена. Поэтому эту традицию мы должны сохранить. 75 лет эти останки разбросаны по перевалам. Мы знаем, что и на Марухе такая же ситуация. И в продолжении нашего проекта мы и Марух пытаемся потом захватить в дальнейшем. Для нас это очень важно. Мы хотим упокоить останки наших защитников. Для нас важно, что кого-то мы можем опознать, кого-то, чьи-то родственники могут приехать, как уже бывало, поклониться могилам своих предков и знать, где они покоятся. В этом году так приехал племянник погибшего
в Великой Отечественной войне воина со своим сыном. И мы поднимались на Псхо, и он увидел могилу своего дяди. И это было так трогательно, это было так торжественно, значимо очень. Поэтому эти вещи нужно продолжать. Подъем на высоту 2500 метров – задача нелегкая, особенно нетренированному человеку. Эта экспедиция разрабатывалась в МЧС Абхазии. Безопасность и сопровождение участников экспедиции обеспечивали сотрудники пограничной заставы ПСХУ, погранотряда СГБ Республики Абхазия. Прежде чем подняться на высокогорье, конечно, были проведены работы по опросу с местным населением, разведка подходов, троп, расчет погодных условий, соответственно, и время года. Это как бы самое такое основное, чтобы группа не подвергалась опасности ни при каких обстоятельствах. Хотя, конечно, форс-мажорные обстоятельства учитывать всегда необходимо. Но они во власти только Господа, нашего Всевышнего. Мы предполагаем, Он располагает. Но стараемся, чтобы все это было в рамках безопасности и спокойствия сотрудников экспедиции, участников. Здесь, на Санчарской высоте, участники экспедиции стали собирать останки погибших. Удалось обнаружить останки 11 советских воинов. Их там еще очень много продолжает находиться, и вообще не похороненных, и, скажем так, на сантиметра, на 2-3 сантиметра присыпанных землей или камнями. Идешь и просто видишь, когда кости из земли торчат. Сотни, если не тысячи бойцов. И это, конечно, не только санчарское направление, это и Марух, и Кухорский перевал, перевал Нахар, там, Гандара и так далее. Тут, конечно же, работа непочатый край, и нам, и детям нашим, наверное, хватит в горы ходить, спускать и бойцов хоронить. То, что в свое время, может быть, там еще в советский период было не то, что не сделано, а сделано не до конца, но когда-то надо собирать камни. Спустив останки в село Псху, участники экспедиции произвели фото и видеофиксацию костей и их фрагментов, сделали замер и поштучную нумерацию. Фрагмент алюминиевой ложечки, которая была в наборе любого красноармейца, бойца. К сожалению, не подписная. Знаем, что очень часто бойцы подписывали ее, ставили или инициалы, или фамилию, имя. Но тут, к сожалению, пока ничего нет. Тоже чистая. Они обычно на ручке делали. Стольких лет сохран превосходный. Фрагмент оперения. Минометная мина немецкая, 81 мм. Зачок. Удар кусочек тротила. Плавный. По распоряжению главы администрации Псху Данилы Зухба был выделен участок земли для предстоящего захоронения. Местные жители во главе с начальником части МЧС Республики Абхазия Сергеем Зинченко приняли участие в рытии могилы, обустройстве территории для предстоящего погребения, установке ограды. «8 августа защитники Кавказа в присутствии участников экспедиции, пограничников и псхинцев были преданы земле с надлежащими воинскими почестями. Собравшиеся возложили цветы, после чего почетный караул салютовал в воздух в честь погибших героев.
увидеть своими глазами то, в какой ситуации оказались бойцы советской армии, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Потому что от наших старших мы неоднократно слышали истории о том, как проходили бои на тех или иных перевалах, не только в Абхазии, но и по всему миру. Но когда ты лично прикасаешься к этой истории, ты начинаешь воспринимать ее совершенно иначе. И даже тот сложный для нашей экспедиционной группы переход, дорога, путь к Санчарскому перевалу, он показал, насколько это было сложно в те времена. Если сравнивать нас и то, что мы несли, это малая доля того, через что прошли советские солдаты, и это было очень сложно. Да. После того, что мы увидели, что мы почувствовали, мы, можно сказать, вернулись другими людьми. Но я могу это сказать про себя, потому что я стал смотреть на эту ситуацию, на эту историю по-другому. Когда ты пропускаешь через себя, через свои эмоции, вот эти переживания, ты ставишь себя на место этих людей, пытаешься понять, что они чувствовали. Вот их сейчас нет, но то, что они видели, с одной стороны, это боль, страдания, с другой стороны, это какие-то прелести жизни, например, красоты гор, да, вот это вот все перемешанное и неоднозначное, оно не может не вызывать чувства. И ты понимаешь, что подобные акции, они должны быть регулярными, потому что, к большому сожалению, это не единичные события были, да, не единичные бои. Такие ситуации на территории Абхазии имели место быть в разных районах, в разное время, и им нужно уделять внимание, потому что это наша история, мы должны ее знать, и мы должны ее хранить для того, чтобы своему будущему поколению это передать максимально подробно и достоверно. Среди поднявшихся в горы была и научный сотрудник Венского университета в Австрии Керстин Кленке. Молодая немка решила совершить восхождение на Санчарский перевал и оказать посильную помощь остальным членам команды. Человеческие останки – это такой особенный момент, когда вы это видите, прямо видите, тогда вы можете представить себе, как это было быть там наверху, но у нас сейчас лето, но для них это была зима, поскольку мне известно. Поэтому мы же шли, по-моему, почти на этой дороге, где они шли. И это, конечно, другой момент, потому что нам уже трудно было, но у них там было оборудование, вот это все. И там стоять и вот этот воевать против кого-то, которых вы вообще не знаете, которые, наверное, тоже не хотят воевать, это, конечно, сложная ситуация. И видеть эти останки, особенно когда они просто там лежали в траве, это, конечно, грустно было. Даже если мы не успеем, потому что там очень большая работа, я просто ставлю как завещание с нашим потомкам, чтобы они продолжили эту работу. Это важно.